на этот нажимал, и он, короче, не реагировал. Цифра старше, цифра стоп. Почти не пользуется. Да. Можно. Ну, хочешь не все равно играть? Хочешь все равно играть? Поднимем, ну, когда играет. Вот как раз и есть спирит. Заглушение. Сейчас так увидел. Ну, фейк. Заглушается. Постепенно покажу. А может, да. Машинки у Роланда, у него больше фоновых и более богатые тембры, чем окей, ну, вот это хотя старый. Но это тоже секвенсор работает. Тоже сложнее. Ну, сложнее. Его окошко маленькое. Я там пробовал писать. Тоже там по 3 такта, 2 такта надо пустых подписать информацию, потом пишешь. Самый дорожек, стали дорожки. Бас. А до этого же я на инсолите на вашем. У вас инсолит все. Ну его туда еще глушь не брали. Но он классно был. А медиа клавиатура идет через звуковую, да? Через победу? Слушай, а звуковая. Я вроде как брал лишнюю звуковую, как раз типа такого.
Везде. Все хотят, чтобы он так. А вы когда включаете, насколько стоит? Понятно. Ну-ка как там было? Через голову включаешь. Я не знаю. Я как-нибудь спрячусь. Вообще увидите. Вы уже спалите быстрее. За камерами. Да не, пусть так еще будет. Мы пока тут.
пока не кричишь. Доброе утро, дорогая церковь! Я рад вас всех приветствовать в это чудесное воскресное утро. Кому тепло? Давайте будем начинать. Поднимемся на наши ноги. Мы благословим это собрание. Мы помолимся. Мы будем делать то, ради чего мы сюда пришли совершать богослужение. Потому что Он Господь. Аминь. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за милость Твою, благодать, за солнце над нами, за теплоту сердец, за наших братьев и сестер, Христе, кто придет позже. Мы просим Тебя, Господи, благослови нас. Благослови это собрание, как мы его благословляем. Просим Тебя, Господи, будь здесь посреди нас. Двигайся, как Ты хочешь. И делай то, что Ты хочешь, Господь.
Народ Божий сказал. Аминь. Давайте Когда я славлю Бога, внутри так горячо. Когда я славлю Бога, в костях моих печен, ты погружаешь сердце в свой святой огонь, переплавляешь меня в образ Бога. Когда я славлю Бога, внутри так хороша. Когда я славлю Бога, начинается душа. И рассыпает ветер, пламя сильней, сияет слава Божья над головой моей.
Его, Господь, ибо Ты уже совершил на Голгофском кресте, и Твоя победа пребывает в наших телах. Во имя Иисуса Христа вся слава Тебе. Также мы сокрушаем всякие проблемы, всякие неустройства в нашей жизни, потому что есть ответ в Иисусе Христе. И когда мы сегодня будем принимать причастие, мы будем вспоминать Его смерть, потому что Он, когда умирал, это все было сокрушено, и мы, принимая причастие, становимся одним целым с Ним. И слава Господа, победа Господа всегда вечно в наших делах. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, за Твою радость, которая в нас пребывает. И, драгоценные Божьи, будьте благословенны, радуйтесь, пусть ваши уши будут открыты, чтобы и сердце ваше да будет открыто, чтобы принять сегодняшнее слово, Господь. Пусть оно будет посеяно на добрую почву ваших сердец, чтобы ваши жизни преображались, чтобы вы увидели новое, что-то новое, чего у вас не было. Да благословит нас Господь во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Сегодня, как я вам напомнила, сегодня мы будем совершать причастие. Это таинство, которое оставил для нас Иисус Христос. И это чаша с соком виноградным. Это есть Новый Завет крови Иисуса Христа, который мы заключили с Ним. Это хлеб есть одно тело, один целый хлеб, который мы сейчас будем преломлять, и оно достанется каждому. И мы будем пребывать в Его, и Он будет пребывать в нас. И когда мы едим этот хлеб, мы становимся одной частью, одним целым с Иисусом Христом. И мы должны понимать, что когда вот это совершаем, все наши неустройства, все наши болезни, они уходят. Мы становимся тем новым творением, которого видит в своем сердце Иисус Христос. И наши невзгоды, наши неустройства, они уже оставлены. И мы сейчас будем разделять этот хлеб, и мы будем одной церкви, одним телом. Это и есть чаша, новая кровь, завет новой крови Иисуса Христа с нами. Кровь Иисуса лилась за каждого из нас, чтобы имели жизнь вечную. И Иисус сказал: делайте это каждый раз, когда вы будете вспоминать обо мне, пока я не приду. А когда Он придет, у нас не будет надобности, чтобы принять это вино и этот хлеб, потому что когда Он придет, все будет по-новому. Нет, не будет ни болезней, ни сокрушения, ни плача, ни каких-то нужд. Иисус, Он есть путь, истина и жизнь. И мы сейчас, Отец Небесный, мы просим Тебя, благослови эту чашу с вином, благослови этот хлеб. И мы с благодарностью вспоминаем о Твоих страданиях. Иисус, Ты умер за нас. И даже одна капля Твоей крови, которая лилась на Голгофе, она сможет сокрушить всякие невзгоды, всякие болезни, всякие немощи прямо сейчас в наших телах. И пусть возродится Твоя жизнь в нашем теле, в нашей церкви, потому что мы едины с Тобой, Господь, как один хлеб. Благодарим Тебя, Господи, и благослови совершить это с благоговением, с любовью, с благодарностью к Тебе. И как мы это всегда делаем, пожалуйста, с этого ряда будем проходить и дальше по очереди. Будьте благословенны.
Аллилуйя. Слава Богу за все. Еще рад приветствовать всех, кто подошел у нас чуть позже, после начала собрания. И у нас есть еще несколько традиционных вещей, которые мы делаем, прежде чем мы перейдем к Слову. И я бы хотел поприветствовать наших гостей. Вот у нас, я не знаю, даже гость, не гость, человек, которого многие из вас знают, с Чукотки. Это Чукотка вообще или это? Чукотка, да, с Анюйска. Наш брат Вячеслав. Также у нас тут есть сестры с Мурманска. Я правильно понимаю? С Мурманска же. Вот, которые путешествуют автостопом, я так понимаю, да? На Сахалине были, на Дальнем Востоке. То есть, представьте, ну, в общем, не совсем ординарная, так скажем, тоже ситуация, поэтому рада вас приветствовать. И у нас, вы знаете, мы отменили детское служение на пока мы делаем внизу ремонт. И я смотрю, у нас детей немного или почти нет, но все равно кто-то есть. Поэтому дети, подростки, всем, кому до 20, можете выходить сюда. Давайте мы за вас помолимся. Мы вас благословим, как мы это делаем обычно. И я бы хотел попросить от нашего брата Вячеслава, отца 9 детей уже, чтобы он благословил детей наших. И не только тех, кто присутствует, но вообще всех, кто в нашей церкви, но их сейчас нет по какой-то причине. Давайте мы все вместе помолимся, хорошо? Благословим. Слава Господу, братья и сестры. Давайте помолимся за молодежь, чтобы Бог их благословил, чтобы их пути были прямыми, чтобы все у них было в жизни хорошо. Давайте мы помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь. Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня в церкви есть молодые люди, есть дети, есть подростки, Господи, которые приходят на собрание Божие, чтобы слышать Слово Твое. Сегодня, Господи, мы молимся за них, мы благословляем, Господь, ихнее тело, дух и душу, Господи Боже, Ты благослови. Господь, дорогой, чтобы то слово, которое они слышат на собрании, чтобы оно касалось их сердец, Господи, чтобы они были благословены во всем. Я прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы Ты, Господи, хранил их в этом грешном мире.
Господи, если будут вдруг их склонять грешники к греху, чтобы они не соглашались, Господь, Ты их благослови, каждый шаг, благослови ихних родителей, ихних бабушек, дедушек, Господь, у которых, наверное, возможно, верующие, Господи, чтобы наставляли, молились за них всегда. И сегодня мы их благословляем, пусть они будут благословены, и те, которых сегодня нет с нами, Господи, мы их благословляем, чтобы у них все было хорошо, Господи, чтобы они были под Твою благословенную рукою, под Твою охрану, Господи, чтобы на всех перекрестках их жизни, чтобы Ты, Господи, их хранил всегда. Благодарим Тебя за них, что они сегодня есть в церкви, это новое молодое поколение. Слава Тебе, и вся церковь сказала аминь. Аллилуйя, будьте благословенны. Спасибо. И еще одна вещь. Вы заметили, у нас потихонечку наш ремонт, наше строительство, оно продвигается. Мы вроде бы закончили со штукатуркой, более-менее. У нас отстоит еще такой важный этап грязный. Это мы должны залить, стяжку на пол. И потом мы планируем положить керамогранит на первом этаже, вот помимо кабинетов. И на прошлой неделе, вот буквально, когда было самый теплый день у нас был, что у меня аж машина кипела, мы ездили, смотрели по магазинам, что у нас в городе есть в наличии. Я просто поделюсь с вами вообще планами. Мы более-менее нашли, наверное, то, что нам подходит. Есть два варианта. Один вариант это 1500 рублей за квадрат. У нас чуть больше 110 квадратов. Соответственно, это около 160 тысяч. Второй вариант это 2500 за квадрат. То есть, соответственно, это нужно только на материалы 260 тысяч. И работа будет стоить еще 80 тысяч. Приблизительно, чтобы все это дело сделать. И у нас закончились деньги, на тот момент. Поэтому Господь, Он благ. Я верю, что мы хотим очень закончить все равно грязные работы в этом году, чтобы нам не оттягивать на следующий год. Чтобы цемент уже, тем более он куплен, у нас, стяжку мы в любом случае будем заканчивать, Но хотелось бы и плитку еще все-таки, вот этот керамогранит положить, чтобы у нас уже более-менее было чисто. Все остальное мы можем делать и зимой, потихонечку, может быть. Но я к чему это говорю? У нас время десятины и пожертвования. Вы знаете, что мы не получаем никакого финансирования ни государственного, ни еще откуда-то чего-то. У нас финансирование это, похлопай себя вот так. Вот оно из твоего и из моего кармана. То есть то, что мы даем, мы на то и живем. Поэтому, если вы первый раз в церкви, не переживайте. Вот что мы не делаем, мы никого не пытаемся вывернуть наизнанку. Написано, что добровольно, охотно дающего любит Бог. Поэтому, если тебе Господь положил на сердце, хочешь быть частью того, что мы делаем, в том числе. Потому что вот именно сейчас нам нужны деньги. И если ты по каким-то причинам откладывал, что бывают разные ситуации, вот у меня там десятина отложена, я потом ее дам и так далее, и может быть вот съезжу, там что-то ты запланировал, я тебе хочу сказать, что вот сейчас время оно настало. Дальше не откладывай по возможности, если можешь, будем давать сейчас, хорошо? И можно, вот ведра. Также можно десятины пожертвования в электронном виде, в группе у нас есть реквизиты, на карту, вот. Пусть Господь, Он благословит каждого, кто дает. И не вставайтесь, я коротко помолюсь, хорошо? Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который когда-либо давал и дает в нашей церкви. Я прошу Тебя, Господи, благослови их, как я их сейчас благословляю. Чтобы рука на их не оскудела, Господи. Чтобы в жизни у них всегда на все хватало, Господи. Я прошу Тебя также для каждого человека в нашей церкви. Пусть умение распоряжаться деньгами, планировать, это будет реальность для каждого. Я провозглашаю свободу от долгов, чтобы было как по Писанию, не будьте никому ничего должны, кроме взаимной любви. Пусть это будет реальностью в нашей церкви, Господь. Господи, пусть ничто не омрачает просто вот людей, когда они служат, Господь. Пусть не будет долгов. Пусть всегда хватает на то, чтобы поделиться с кем-то еще, чтобы дать. Во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Да будет так. Что еще я бы хотел сказать? На следующей неделе наша молодежная группа, они едут на сплав
в город Нерюнгри. Ну и там какая-то местная, помните, Александр Прощелыгин у нас был. У него есть все для сплава. Он говорит, что приезжайте до 45 человек, есть лодки, есть палатки, есть вообще все. Реки тоже есть, может быть, не такие, как у нас, но есть горные речки. И, в общем, запланировали сплав на 2 дня. Молодежь уже уезжает в среду, и я хочу сказать, слава Богу за это. Потому что у нас организовать все, ну, когда ничего нет, нет лодок, просто, вот, знаете, у нас Ботума есть, чтобы туда поехать. Насколько я помню, ну, в среднем около 10 тысяч на одного человека стоит вот сплав, чтобы тебя забросили, тебе дали лодки там и так далее. Дороговато. То есть здесь расходы только до Нерюнгри 3700, это билет на паровоз туда и обратно, и 1000 рублей на питание. Поэтому я бы хотел помолиться сейчас с вами. У нас есть кто-то вот из молодежи, но не все. Да, здесь. Давайте мы помолимся, чтобы просто все прошло хорошо. Чтобы все были живы, здоровы, чтобы вернулись обратно вся молодежь, полные сил. И вообще здорово. У нас только что прошел лагерь, тут уже и сплав, как бы, ну вообще класс. Поэтому давайте мы помолимся за это, хорошо? Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за возможность, что у нас есть организовать вот сплав по реке для молодежи. И мы просим Тебя, Господи, благослови каждого человека, кто поедет на этот сплав. И мы просим Тебя, Господь, пусть Твоя рука будет над ними всеми, уберегай их от всяких несчастных случаев, уберегай их от зла. Сделай так, чтобы все вернулись домой, всеми живые, здоровые, целые, невредимые и полные радости, сил и наполненные Тобой, Твоим Духом, Господи. Благослови все общение там, пребывание, Господи, чтобы это было не только полезно для тела и для души, для отдыха, но также, чтобы они получали какое-то назидание духовное, Господи. Пусть хорошо проведут время, отдаем все в Твои руки. И весь Божий народ сказал аминь. Аминь, слава Богу. Все, присаживайтесь, я вас больше не буду дергать. Я понимаю, что, знаете, я вот когда 2 шага с одной стороны сделаю, 2 шага с другой, чувствую, что мне становится еще теплее. Поэтому я понимаю, что вставать и садиться, оно тоже... Когда не шевелишься, не так тепло. Так, мы ничего не забыли? Может, кто-то напомнит? Вроде бы все у нас, да, по регламенту. Потому что когда так тепло, у меня тоже как-то начинают не так хорошо мозги соображать, мне кажется. Потихонечку плавятся. И я бы хотел с вами сегодня поделиться словом, но начать немножко издалека. И, наверное, многие из вас, вы видели фильм «Особенности национальной охоты», там рыбалки. И, по-моему, там есть еще такой «Особенности национальной охоты в зимний период». И там есть такой момент, когда персонаж Лева Соловейчик, или как-то его там зовут, он придумал такую идею, то есть его привязали стул к 3 шарам, метеозондам, такие большие в диаметре, и он взлетел. То есть он хотел взлететь совсем чуть-чуть, его унесло, и потом его долго оттуда доставали. Да? Но кто-нибудь помнит такой момент? Кто-нибудь видел вообще этот фильм? Все такие, никто такие фильмы не смотрит, я понимаю, но кто-нибудь видел, может кто-то слышал, я понимаю, вы не смотрели, кто-то вам передал. Вот, может быть, видели, но не все знают, что вот этот вот фрагмент, он основан на реальных событиях. Был такой человек, не у нас, правда, в Америке. Он все время, всю жизнь, он хотел заниматься авиацией, воздухоплаванием, но все как-то недосуг было. И вот в фильме они взяли, у него было 3 шара, 3 метеозонда. Кто-нибудь видел метеозонды? Это такой шар с такой плотной оболочкой, то есть его не просто проткнуть, надувается гелием, гелий он легче воздуха, стремительно поднимается, когда его один в диаметре. Вот в нашем фильме 3 шара было достаточно для того, чтобы поднять взрослого человека. Тот мужчина в Штатах, он привязал 45 шаров вместе, метеозондов, и он планировал подняться на высоту 30 метров. Он взял с собой пиво, взял ружье с собой, дробовик, он думал, что он потом будет потихонечку отстреливать шарики и как бы будет спускаться. Он сел, приготовился, когда он дал команду «отпускайте», обрубили веревку, и он просто как ракета улетел на высоту 5 километров в облака. То есть это было действительно стремительное поднятие. Там он боялся стрелять сначала,
ну, потому что очень высоко. Потом он начал потихоньку сдувать шары, его где-то носило, его засекли радары в каком-то аэропорту в крупном городе, то есть там ВВС было поднято. Потом, когда он садился, вот эти вот шары, которые он уже подстрелил, сдул, они зацепились за линию высоковольтных передач, было короткое замыкание. В общем, когда он сел, он остался жив, его сразу же арестовали и задали вопрос: зачем? Он говорит: ну а что еще, просто дома сидеть и ничего не делать, да? Я так издалека начинаю, знаете, я не знаю, как женщины, я вот могу сказать, что многие мужчины, если вспомнят свое детство, ты задаешься вопросом, как вообще ты дожил до зрелого возраста, и у тебя руки, ноги на месте, потому что вот действительно только по воле Божией могло бы быть, да? Чего только не делали. И вы знаете, вот для таких как раз людей неофициально существует так называемая премия Дарвина. Это неофициальная премия в интернете, которая виртуально присуждается там на заре интернета, она возникла, и мирская, понятно. И суть ее в том, что это как антипремия. Она присуждается тем людям, которые погибли случайно, совершенно нелепой смертью по своей дурости. И, как правило, все эти люди, они погибли. Но вот этот вот человек, который вот на шариках летал, немного исключений. Вот есть, вот ему в том числе тогда вот присудили премию эту. Он остался жив, то есть милостью Божией. Но к чему я вообще все это говорю? И почему премия Дарвина, да, что ты как бы человечество, ну, избавил, что у тебя потомства нету, и как бы, ну, в общем, расчет на то, что дурости в этом мире будет меньше, да? Но, знаете, людям часто кажется, что то, что ты делаешь, это правильно, это здраво, это нормально, но в итоге конец получается, ну, как-то не очень. Либо стыд это приносит, либо, как вот в этих случаях, да, зачастую, ну, смертельные исходы бывают. Но даже когда это касается не каких-то вот просто поступков, когда мы принимаем какие-то серьезные решения в жизни, да, и ты принимаешь, и ты думаешь: не, ну как, ну, я буду делать так, как я решил, я буду делать по-своему, да? Что там кого-то, ну, ты прислушиваешься, может быть, кто умный, они прислушиваются к окружающим, но все равно решение, оно за тобой. И когда человек, он принимает какие-то решения, зачастую, часто, ты полагаешься на себя, ты вроде бы принял решение, и потом все становится резко опасно, и быстро ситуация начинает ухудшаться. И если резюмировать это все, знаете, вот есть такое место Писания, Притчи, 14 глава, 12 стих. Говорится следующее. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Ты думал, что все хорошо, у тебя там все, ты же все рассчитал. Вот эти вот люди, которые получают премию Дарвина, они не самоубийцы, они же не собирались ничего такого даже близко делать. Но думают, что все будет хорошо, а все заканчивается печально. И, знаете, сегодня я бы хотел поговорить вот на эту тему. Когда человек, он полагается на себя, он планирует все сам по себе, и я все сделал по-своему. Вот была такая песня у Фрэнка Синатры. Не наш певец, но это знаменитая песня, я думаю, что вы все ее слышали, но так как немногие знают английский язык, я сейчас вам я нашел перевод, потому что я могу перевести, ну, как бы дословно, и не очень, как бы, не в рифму будет, да, то есть сразу. Но я нашел как бы такой слегка вольный перевод, но литературный. Всю песню не буду, потому что она как бы очень длинная, но там классная музыка, у Синатры прекрасный голос, и она еще в те далекие времена, когда песни, они были мелодичные и красивые, то есть классика жанра, как бы, да. И помимо всего этого, там еще и слова такие, знаете, то есть там поется о человеке, который прожил уже свою жизнь. И вот он подошел, он понимает, что жизнь, она закатывается, и он говорит, что у меня было там и столько трудностей, там и всего, но я все делал по-своему. И вот я сейчас просто прочитаю, я не буду всю, да, буквально пару куплетов и припев. Там
Вот-вот конец придет, и занавес накроет сцену. Мой друг, скажу всерьез, своим словам я знаю цену. За жизнь прошел дорог без счета, и горжусь, не скрою. Я все, что только мог, сделал по-своему. Жалел ли я о чем? Пожалуй, да, но очень мало. В делах я все учел, решил их все и без изъяна. Весь путь я рассчитал, и каждый шаг дороги вольной. Я все, что только мог, сделал по-своему. Бывает так, да, ты поймешь, сверх меры на себя берешь. Но и тогда в сомнении час любую я сносил напасть. И гордо встав, встречал судьбу. И все по-своему. И там дальше продолжается, то есть как бы песня о том, как преодолевать жизненные преграды. И чтобы вам напомнить, я вам сейчас, я не знаю, как это будет, через микрофон песенку эту включу. Конец близок, да, он поет. И занавес накроет сцену. Мой друг, скажу всерьез. Узнаете, да, мелодию? Это он еще припев не начал, там все узнают. И вот эта фраза I did it my way, это я сделал все по-своему. То есть своим собственным образом. Жалел ли я о чем? Пожалуй, да. Но очень мало. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times. Вы знаете, особенно последний, когда припев вот идет, вот эта вот часть, знаете, люди, когда слушают, это очень душевная песня, и, то есть человек, который ее писал, он прожил жизнь. И она очень касается, и люди, они слушают и говорят, да, вот классно, вот, хорошо так прожить жизнь. И знаете, вот у нас, у «Машины времени» была такая песня, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Да? Здесь не совсем так, но подтекст он такой, что вот я не прогнулся, я вот делал все по-своему, я вот прожил жизнь, я все делал сам, да, по своей воле. И интересная вещь, вот в начале 2000-х годов вот эта песня, она была, Фрэнк Синатра, он американец, да, поет на английском, понятно, но эта песня, она была самая популярная песня, которую чаще всего просили включать на похоронах. То есть люди, когда они уходили, это такая душевная мелодия. И я думаю, что, знаете, многие оставляли завещание, что вот пусть на похоронах прозвучит эта песня. Потому что люди, они хотели, чтобы их такими вот запомнили. Я все сделал по-своему. Да? Я как бы не прогнулся. И еще раз, классная песня. Очень хорошие стихи, за душу трогает. И исполнена красиво. Сильная песня. И в то же самое время это языческая песня. Да? В этом смысле. Потому что вот с человеческой точки зрения, если ты неверующий, это здорово. Знаете, как бы люди гордятся тем, что я вот все сделал по-своему. Но если посмотреть с духовной точки зрения, как верующий, да, то место Писания, которое мы брали, да, притчи, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. А я вот все буду делать, то есть по-своему, да? Все по-моему. Ты вот планируешь, но конец их – путь к смерти. И вот место Писания сегодняшнее, да, которое я бы хотел взять, это также притчи, 3 глава,
5-8 стих. Вот как бы суть проповеди, да? Давайте мы прочитаем. Притчи 3 глава с 5 по 8 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Если резюмировать вот эти слова и в нашем аспекте их сегодняшней проповеди, знаете, можно сказать по-другому, что не делай по-своему, делай по-божьему. Вот для верующего это важно. Не по-своему, а по-божьему. И, знаете, Библия, если посмотреть, она полна историй, которые показывают, что происходит с человеком, когда он не делает что-то по-божьему, но поступает своевольно, да. Вот я сделал, как я хочу. Каин, скорее всего, знал, догадывался, какая жертва, она угодна Богу. Но он все сделал по-своему, предложил Богу свою жертву, и все кончилось тем, что Бог пренебрег и его жертвой, и им, да. И после потопа всемирного Бог что сказал людям? Что плодитесь и наполняйте землю. А все собрались в Вавилоне и давай строить башню. Кончилось все чем? Что Бог, Он пришел, рассеял все народы, еще им языки спутал, дал разные. Аврааму был обещан потомок, был обещан сын, да? Что у него и у его жены, у Сары будет сын. Но шло время, Сара теряла здоровье, красоту и веру в то, что все это может исполниться. И тогда Авраам, он послушал ее и сделал по ее. Решили завести ребенка от служанки, от Агарии, да? И результат это то, что начались проблемы в семье, неведомо какие. Ну и, по-моему, мы до сих пор расхлебываем, в смысле, народы. Если взять фараона в Египте, который был, ему говорили, как будет по-божьи, но он упирался, и в результате что было? 10 казней египетских. Вся страна в разрухе, первенцы все умерли, не знаю, стоило оно того или нет, но зато он сделал по-своему. Последний пример – это Иуда Искариот. Сделал по-своему, предал Христа за 30 серебряников. Все знают, чем для него это закончилось. И можно продолжать, и продолжать, и продолжать, да, вот такие примеры. И Бог, Он говорит что-то, да, что-то одно. Но люди, они могут говорить что-то другое. И с этого момента их жизнь, она сразу усложняется. Все уже не так легко. Поэтому вот если с духовной точки зрения посмотреть, потому что если с мирской, вот я все сделал по-своему, звучит круто, молодец, не прогнулся. Но если посмотреть с духовной точки зрения на это, вот с христианской, что я все сделал по-своему, ну, как-то, наверное, не очень хорошая идея, не библейская. И здесь я просто хочу провести, знаете, вот такую границу, пояснить, наверное, почему вот так происходит. Знаете, мы проецируем наши взаимоотношения с людьми на отношения с Богом. Потому что когда ты имеешь взаимоотношения с людьми, ты понимаешь, что, ну, здорово, конечно, прислушиваться ко всем, да, но сделаю я все равно по-своему. Потому что это моя ответственность, там, вот мое все. И есть, наверное, в этом здравое зерно, да, вы согласны? Но вот эти вот отношения с людьми ты начинаешь проецировать на отношения с Богом. Но Бог это не человек. И ты думаешь, что да, вот все равно должен я принять решение, я сделаю по-своему. Но с Богом это так не работает. Вот там ты должен быть под Его волей, если ты верующий. Немножко я вперед забегаю, но тем не менее. И еще раз,
Вот сделать по-своему — это не библейская идея, да, и точно не христианская. Потому что Иисус что сказал? Давайте мы посмотрим. Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот отвергнуться, то есть это отказаться от себя. То есть ты свою жизнь вот к подножию креста приносишь, полагаешь. Уже не твоя воля становится ориентиром для тебя по жизни, но Божья воля. Кто-нибудь согласен? Что для верующего, для нас Божья воля – это ориентир, да? В Римлянам 10 глава, 9 стих написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Здесь я что хочу обратить ваше внимание? Исповедовать, то есть это сказать, да, провозгласить Иисуса Христа своим Господом. Еще раз, что такое Господь? Я много раз задаю этот вопрос со сцены. Это господин по-современному, да? Что означало сказать, что признать господином? Вы помните, да, в то время были рабы, у нас сейчас их нет. То есть были рабы и были господа, или были там вассалы, и были у них там слуги их. Это значит, что я слуга, вот раб Божий – это отсюда, он мой господин. Потому что как-то вот сейчас мы воспринимаем слово «Господь», это как бы для Бога. Да в прямом смысле он господин. Воля господина – это закон для его слуги, для его раба. Вы понимаете, да? Я в этом смысле просто хочу обратить внимание. То есть, когда ты признал его своим Господом, своим господином, ты провозгласил, что его воля будет приоритетом для твоей жизни, не моя личная. Вы понимаете, да? И на самом деле, вот Лука, 22 глава, 42 стих. Вот Иисус, я на прошлой проповеди приводил это место Писания, он как пример для подражания нам здесь. Вот он молится и говорит: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». То есть вот он знает, что с ним будет, что ему предстоит умереть. И он говорит: Господи, если можно, пусть это пройдет мимо меня все. Но не моя воля, но твоя да будет. Он смиряется под волю Отца, как бы ему все это ужасным ни казалось. Но проблема для большинства людей, и верующих, и неверующих, то, что они хотят, чтобы все было по их. Я хочу, чтобы все было по-моему. И еще раз, во взаимоотношениях с людьми есть здравое зерно в этом. Потому что, если я все сделаю по-своему, я уж точно знаю, что переделывать ничего не надо будет. Сделаю ошибки, сам и буду расхлебывать, да. Но шансы того, что кто-то для меня что-то сделает, потом разбирайся со всем с этим. И вот это вот отношение с людьми мы переносим на отношения с Богом. На самом деле, есть такое вот выражение, есть такие пословицы, и кто-то может сказать, они звучат очень такие, знаете, как, праведные, правильные. Кто-то даже думает, что это вообще где-то в Библии написано. Знаете, есть такая поговорка, что Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Кто-нибудь слышал когда-нибудь? Или на Бога надейся, сам не плашай. Это больше, да, наверное. Но на самом деле это языческая идея. Вы знаете, вот это вот Бог помогает. Это вообще на самом деле во всех народах известно, потому что вот эта фраза, я не поленился, я поискал, Бог помогает тем, кто помогает себе сам, это пришло из басни Эзопа. Был такой Эзопов язык, если кто нам больше это, писал басни, древнегреческий баснеписец. У нас Крылов переводил его басни в том числе. Он и свои писал, но и переводил. И за 600 лет до нашей эры. Очень давно. И в оригинале, вы знаете, там следующая ситуация.
что ехал извозчик на телеге, ну или повозка, как там тогда называлось. И он, в общем, там съехал то ли во враг, в общем, застрял, глина, грязь. Чем больше он там лошадь стегает, тем больше колеса они в грязи увязают. И он взмолился, и он молился Гераклу. И говорит: Геракл, смилуйся, помоги мне как бы вылезти отсюда. Пришел Геракл, ему говорит: а что ты расселся? Слазь с повозки, подставляй плечо под колесо и толкай. Потому что боги помогают тем, кто помогает себе сам. И вот здесь я бы хотел обратить внимание, знаете, вот в оригинале боги помогают. Вы знаете, да, что было множество богов у греков, у древних греков. И это языческое понимание вообще ситуации. Языческое учение и для христиан оно вообще никак не годится. Здесь я хочу сделать небольшую заметку. Я не призываю ничего не делать. Это другая крайность, да. То есть я уже сразу предвижу. Вообще для нас это очень как бы, для русских как бы, ну, сидеть на печи, знаете, как все сказки у нас. Иван дурачок, ничего не делает там. Щуку поймал и все работает. Это другая крайность. Но мы, конечно же, призваны, да, ну вы понимаете, да, к чему я говорю, что не на себя полагаться. То есть сама вот эта вот идея, что, знаете, заслужить, быть достаточно хорошим для того, чтобы Бог, Он обратил на тебя внимание. Она приводит к тому, что мне не нужна Божья воля. У меня есть своя собственная воля. И у меня все хорошо, спасибо большое. Другими словами, это вот, я все сделал по-своему. С неверующими все понятно вроде бы, да? Но возникает вопрос. Хорошо, вот мы верующие, мы христиане. Но может ли быть такое в церкви, когда христиане, они начинают петь эту песенку? Ну, в кавычках, да? А я все сделал по-своему. В каком смысле? Когда верующие, они своим поведением, своими поступками, они говорят Богу, что мне не нужна твоя воля, хочу, чтобы моя была. Понятно, что в здравом уме напрямую так никто не скажет и не сделает, да? Только глупый может поступить таким образом. Никто в открытую не будет противостоять воле Божией. Ну, не знаю, сатана так делал. Для него все плохо кончилось. Вышибли его с небес, потому что считал, что вот он самый красивый, самый умный. И он ослушался, да, осознанно, специально. Но когда прихожане в церкви, они поступают подобным образом, когда они настаивают на том, чтобы все было по их, они в открытую, никто даже себе в разуме, он не думает ослушаться целенаправленно воле Божией. Но все начинается с того, что мы же должны как-то отстаивать свои права. Или нет, тебе нужно поступить правильно. Вот как ты считаешь правильно, вот так поступи. То есть, опять же, благие намерения к тому, что люди, чаще всего, я не знаю, наверное, 99% никто в здравом уме, в открытую, да, не будет осознанно противостоять. Но может ли такое, вы понимаете, да, о чем? Я вас не запутал. Может ли такое произойти со мной, произойти с тобой, когда ты вроде бы хочешь сделать хорошее, а впадаешь в то, что ты идешь вразрез с волей Божией, как вот в притчах то, что мы читали. Пути-то кажутся прямыми, а ведут они к погибели, да? Как вы считаете, возможно это для тебя, для меня? Да запросто. Если посмотреть на новости вообще, то, что творится в церквях, знаете, я не так много прожил, с одной стороны. С другой стороны, уже достаточно, чтобы видеть, как и пастора, и
всевозможные, знаете, искренние верующие, вот таким вот образом, они впадали вот в это, и они ослушивались, ты уже понимаешь, что человек, он не в воле Божьей. И все начинается с того, когда человек, он думает, что вот я буду делать по-своему. И знаете, самый первый признак, когда человек, вот он впадает в это, и он начинает что-то делать. Самый первый признак это, что он злится, у него появляется гнев, появляются разногласия. И человек начинает искать пути для того, чтобы все было по его. Давайте мы посмотрим. Ефесянам 4 глава, 30 стих. Это конец главы. И потом плавно 5 глава, 1-2 стих. Написано следующее. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». То есть, по-нашему, да, если не ослушивайтесь воли Божией. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И дальше 5 глава. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, то есть будьте в воле Божьей, да? Подражайте Ему. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Я хочу просто обратить внимание, да, вот как на признаки того, что вот если ты в своей воле, не в Божией, что мы там читали? Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба будут удалены от вас. И дальше, если ты хочешь быть в воле Божией, да, то противоположное, что там должно быть? Будьте добры, сострадательны, прощайте. Аминь. Еще живые, нет? Я понимаю, всем тяжело. Мы уже скоро закончим, наверное. Но, знаете, я поступал так. Я думаю, что и каждый из вас все равно поступал так же. Ты продавливаешь где-то свою волю. Но если ты хочешь быть в воле Божьей, нужно подражать Ему, да, и делать вот как написано. Прощать, любить. Это наша цель. Поэтому я хочу вас призвать, что будьте аккуратны, берегитесь, да. Если ты замечаешь за собой, что ты раздражаешься, гневишься, как один из признаков, может, ты где-то вот что-то там своевольничать начинаешь. Может, ты не в воле Божией. В общем, в духовном смысле не надо петь эту песню. Итак, может это произойти и с тобой, и со мной. И мы с тобой верующие. Мы верим в Иисуса Христа, мы верим, что Он у нас Господь, и мы хотим быть в Его воле. Насколько же больше для неверующих, для нехристиан, это вообще нормально петь вот такую песню. А я все сделал по-своему. Если Иисус, Он не Господин, не глава твоей жизни, кто-то другой тогда должен быть. Вы понимаете, да? А если кто-то другой, ну кто уж лучше, чем я сам буду хозяин своей жизни. Я сам себе господин. И вы знаете, именно поэтому в этом мире для всех неверующих людей их решение, их желание, все основывается на том, чего я хочу. А вот я хочу так. Потому что для них вот эта вот идея, она чужда. Все наши христианские ценности, да, что любите друг друга, еще что-то. Но если я господин своей жизни, все решения мои на том, чего я хочу. И все заканчивается тем, что они живут вот это вот по принципу, что
Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Кто-нибудь согласен вообще? Пока все логично. Все заканчивается тем, что, знаете, люди начинают и практиковать, и верить, и вот вся жизнь их свидетельствует тем, что, знаете, не нужен мне никакой Иисус. Я просто должен быть хорошим человеком. И если ты хороший человек, то тогда, наверное, ты заслужишь того, что Бог, Он обратит на тебя внимание. Знаете, как кто-то написал такие слова, что вообще вот универсальная религия для всего человечества, она заключается в том, что мы создаем хорошую историю жизни и потом даем ее, приносим ее пред Богом. И считаем, что Он нам должен. Но Евангелие, оно говорит обратное. Бог, Он создает хорошую историю жизни, дает ее нам, и мы должны Ему. Слава Богу. Я думал, потому что у меня уже как в тумане все, думаю, это... Другими словами, можно сказать, что хороший человек, знаете, если кто-то говорит, что хороший человек может найти Бога, это, знаете, такое вот, как у неверующих такое есть, да. Хороший человек всегда найдет Бога. Это то же самое, что сказать, что добрыми делами можно найти Бога. Можно заработать спасение. И это ложь. Знаете, вот именно вот такое вот мышление, но за пределами Христа. Не надо тебе никакого Иисуса. Будь хорошим человеком, делай доброе для людей, и они будут с тобой добры, и Бог там это. Но в отличие от этого, знаете, что вот написано? Филиппийцам, 2 глава, 4-6 стих. Павел, он пишет там, да, вернее, 3 глава. И в 4-6 стихе Павел, он пишет, кем он был вообще, знаете, в кавычках, каким чудесным человеком он был и что он творил. Но потом, вот с 7 стиха, Филиппийцам, 3 глава, с 7 стиха и дальше. Я прочитаю в современном переводе, чтобы было более понятно. Павел пишет следующее. «Но все, что я считал приобретением тогда, то есть в моей жизни до Христа, сейчас ради Христа считаю потерей. И не только это, но и все прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное в мире я стал почитать за ссор. Я все отбросил прочь ради приобретения Христа. Ради того, чтобы быть с Ним, не со своей уже праведностью по закону, но с праведностью по вере во Христа, праведностью, приходящей от Бога через веру. Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его. Я хочу разделить с Ним Его страдания и стать, как Он, в Его смерти». Другими словами, у него была, как он считал, хорошая история. Он был праведный, как он считал, что он делал. Но потом он все стал считать за ссор, за мусор по-другому. Все это мусор, когда он стал последователем Христа. Ничто не сравнится с тем, что он сделал для нас, да? Для него. И вообще, вот знаете, я заканчиваю. Если посмотреть, не знаю, как у меня Павел опять здесь оказался, я думал, что мы так плавно к нему подойдем, и я сначала начну издалека, что жил такой человек, да, который был очень религиозен, и были у него лучшие учителя, лучшие из лучших, которые учили его, и он считал себя праведным, и наделал много вещей, которые должны были принести ему спасение в его жизни. Но он был гневливый, злой. И он встречался с теми людьми, которые тогда уже начали называть христиане. И он делал все для того, чтобы причинить им боль, чтобы гнать их, разрушать их, как он сам о себе пишет. Давайте мы прочитаем Деяния, 26 глава, 9-11 стих. Вот этот человек, это Павел, который объясняет следующее.
Деяния 26, с 9 по 11. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы. И когда убивали их, я подавал на то голос свой». То есть он голосовал за это, что давайте мы их. «И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Что самое удивительное в этой истории? Когда Павел, он творил все это, он думал, что он угождает Богу, что он действует в Его воле, что это Ему угодно, и что Бог, Он обрадуется. Вы понимаете же, да? И он причинял боль людям, он уничтожал их. И потом вы знаете эту историю, да, Иисус, он пришел к нему, спросил его: за что ты меня гонишь? Да? Все закончилось, я пропущу всю эту историю, вы ее знаете. Закончилось тем, что он был с человеком по имени Анания. И тот ему сказал, да, это Деяние 22 глава, 16 стих. «Итак, что ты медлишь?» Это он Павлу говорит. «Встань, крестись и омой грехи твои, призови имя Господа Иисуса». Каким образом это изменило жизнь Павла? Ему было сказано, что он должен был покаяться, да? Принять крещение, то есть погрузиться, облечься в смерть Христа, воскреснуть новым человеком. И это то место, когда ты отдаешь свою жизнь Христу. Но крещение – это только начало. Это только начало того, чтобы встать под волю Божью. Аминь. С мирской точки зрения, знаете, это так звучит здорово. Я все сделал по-своему. Я не прогнулся под этот мир. Я не призываю вас прогибать этот мир под себя. Тоже может быть, ну, знаете, такая вот позиция, что вот классно. И мы, как христиане просто, у нас должна быть немножко другая позиция. Конечно же, мы должны иметь твердые убеждения, но которые основаны на воле Божьей. Основаны на Его воле, а не на нашей. И когда ты основываешь все свои решения на том, что ты знаешь о Нем, на Его воле, и тогда ты уже не прогибаешься под этот мир, но ты делаешь не по-своему, а по Его. Имеет смысл какой-то это все? Тогда давайте скажем аминь, потому что я закончил. Давайте мы встанем, помолимся. Отец Небесный, Господь, дай нам быть в воле Твоей, не дай нам быть своевольными, Господи. Дай нам всегда помнить, что Твоя воля, она благая, угодная и совершенная. И в отличие от этого мира, который меняется, где люди могут допускать ошибки, Ты никогда не меняешься, Ты не допускаешь ошибок. И бремя Твое, оно легко, Господи. Дай нам быть в этом. Аминь. И я должен задать вопрос. Есть ли у нас люди, я знаю, что есть, кто хотел бы принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? Если есть такие, я попрошу вас, выйдите сюда. Давайте мы с вами помолимся. Хорошо. Если кто-то еще есть, выходите, мы будем молиться сейчас все вместе. Кто-то будет... Вы переводить будете, да? Скажите. Хорошо, дайте нам буквально пару минут, хорошо? И мы сейчас не разбегайтесь.
И это все говорится в молитве. Вот мы сейчас будем молиться. Вы слышите, да, меня? Я буду говорить слова, но важно, чтобы вы повторяли за мной, хорошо? И сделайте это как своей молитвой, хорошо? Как будто. Вообще молитва – это разговор с Богом. Это не какие-то заученные слова. Но вот это первое, давайте я буду молиться, я помогу вам. Вы просто повторяйте за мной, хорошо? Давайте мы все вместе помолимся, хорошо? Это молитва покаяния. Повторяйте за мной только, чтобы громко, чтобы слышали себя, хорошо? Отец Небесный, говорите. Да. Я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости меня, прости мне все мои грехи. С этого момента будь моим Господом. Повторите. Будь моим Богом. С этого момента очисти меня и веди меня дальше по жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. А сейчас можно, давайте мы за вас помолимся, чтобы у вас в жизни, как бы все хорошо было просто. Вы не против? Давайте мы всей церковью просто помолимся, хорошо, благословим наших братьев во Христе. Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя, Господи, благослови наших братьев, как мы их сейчас благословляем, Господи. Укрепи их здоровье, Господи. Я прошу Тебя, пусть все в жизни будет хорошо. Господь, пусть вот в это первое время хождения с Тобой они живут Твою любовь. Я провозглашаю восстановление отношений. Если где-то есть какое-то разрушение, пусть они переживают, научатся говорить с Тобой, слышат голос, отвечать. Благослови. Аминь. Пусть будет так. Хорошо.
нашли вы меня. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобой, Бог не сравнится. Ничто в этом не с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится.
Белых Кристина Алексеевна. Мне особенно приятно. Белых Данил Алексеевич. Слава Богу за вас. И я также хотел бы... Ой, уже нету. Я хотел поблагодарить вот Олега и Ирину. У нас Олег был сегодня на бас-гитаре. Они только что сидели, но у них дети маленькие, и, видимо, они уже час для них это прямо критично. Ну, у нас, вы заметили, у нас был
человек первый раз на бас-гитаре сегодня играл, как бы, он вообще не первый раз играл на бас-гитаре, но у нас первый раз играл. Как бы, да, и также он за компьютерами был. В следующий раз придет, скажите им что-нибудь хорошее. Тоже благословите их, как бы. С миром Божьим по домам. Господь пусть благословит вас на эту предстоящую неделю. Можно остаться пообщаться. А так, пока мы также проводим только воскресные, на следующей неделе мы, надеюсь, уже